В начале этого года в Казахстане статья доктора политических наук Ержана Исакулова вызвала большой резонанс. Вашему вниманию мы представляем правду о тюркских народах и Чингисхане. Прежде чем перейти к просмотру видео, не забудьте подписаться на наш канал и включить колокольчик. На сегодня подлинной истории мира, в том числе тюркского народа, из мугулской ветви которого вышел создатель Великой империи Чингисхан, считается книга Джамик ат-Тауарих «Собрание историй», написанная в начале XIV века группой ученых под руководством персидского государственного деятеля и ученого Рашида ад-Дина. Книгу в свое время признали энциклопедией Средневековья. При написании книги главным образом использовались данные, изложенные в летописи Алтын-Даптар и других особо охраняемых документальных материалах на мугулском языке, находившихся в ханских хранилищах прямого потомка Чингисхана в пятом колене Газан-хана, который был Ильханом Ирана в 1295-1304 годах. Отдельные части и главы указанной книги были переведены в XIX веке на французский и английский. Полный текст Джамик ат-Таурих в 3 томах был переведен на русский язык только в 1936-1952 годах Институтом востоковедения Академии наук СССР. В ходе сравнительного изучения содержания этих книг, переведенных на указанные языки с привлечением высококвалифицированных специалистов, выяснилось, что все они были переведены из разных рукописных копий Джамика ат-Тауриха. На русский язык переводилась ташкентская копия. По этим источникам трудно и в некоторых местах невозможно идентифицировать приведенные в книгах собственные имена людей, названия племен, земель, гор, рек и озер. Многие из них искажены до неузнаваемости из-за использования разных копий книг, которые были переписаны без учета особых знаков, применяемых при чтении отдельных специфичных слов и букв, характерных только для персидского алфавита, а также имеющихся особенностей в разных языках при написании транскрипции собственных имен и других названий. В связи с этим мною были приняты меры по поиску подлинника названной книги. В результате мне удалось разыскать в Иране и доставить в нашу страну, Казахстан, точную копию подлинника книги Рашида ад-Дина Джамик ат-Таурих, изданную в 1994 году в Тегеране издательством Ал-Барс. Перевод указанной книги на казахский язык осуществлен в Международной тюркской академии в 2016-2018 годах. Старшим научным сотрудником научно-исследовательского центра «Тюркология» Южно-Казахстанского университета, членом Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Казахстан, одним из уникальных знатоков персидского, арабского и шагатайского языков Зарибаем Уразбаевым. Таким образом, книга Рашида ад-Дина Джамик ат-Таурих впервые за 700 лет после ее написания была переведена с персидского на казахский язык. При изучении данной книги на казахском языке выяснилось, что Чингисхан и его род с VII века проживали на территории нынешней Восточно-Казахстанской области в поймах рек Унан, Бухтарма, Килуран, Черный Иртыш, Тугла, Курчум, стекающих с гор Бурхан и Колдун в Иртыш, в непосредственном соседстве с племенами киреитов и найманов. А в долине Каракурым на правом берегу Иртыша находилась ставка Чингисхана, и его преемник Угитай-Каган построил там одноименный город Каракурым. Однако, вопреки этим данным, при переводе книги Рашида ад-Дина на русский язык в XIX-XX веках место проживания Чингисхана и его рода, принадлежавшего к одному из ветвей тюркского племени под названием Мугул, без каких-либо пояснений с берегов Иртыша были перенесены на территорию нынешней Монголии. А все мугулские племена названы монголами. Тем самым грубо и бесцеремонно была искажена история тюркских племен и в целом история всего мира. Кроме этого, вносились необходимые изменения на иностранные российские карты XIX и XX веков в названия гор, рек и мест обитания предков самого Чингисхана, а также их ближайших соседей из числа тюркских племен, киреитов и найманов.
Это стало возможным, так как вышеназванные территории с 1864 года были включены в состав царской России. Самым беспрецедентным из них, по нашему мнению, стало затопление поймы рек Иртыш и Бухтарма, где родился Чингисхан, и располагалась столица Каракурым, созданной им империей путем строительства одного из крупнейших в мире водохранилищ – Бухтарминского. Постановление о строительстве указанного водохранилища принято Советом министров СССР в ноябре 1952 года, то есть сразу после издания полного текста «Джамик ат-Таурих» на русском языке. В ходе исследования нам также удалось установить, что второй после Чингисхана завоеватель мира Амир Темир, значительно расширивший границы созданной им империи, приходится ему близким родственникам. Их родословная восходит к Тумбине хану, который является прапрадедом Чингисхана. Это подробно изложено в первом томе книги знаменитого персидского ученого Средневековья Шараф-ад-Дина Али-Язди «Зафарнама», который был впервые переведен на казахский язык в 2019 году Зарибаем Уразбаем. Следует отметить, что первый том «Зафарнама», который полностью посвящен жизнедеятельности Амира Темира, с момента его написания в начале 15 века до сих пор не переведен ни на один из языков мира, кроме казахского, в 2019 году. Причина этого, по нашему мнению, кроется в том, что в первом томе изложены подробности родословной Чингисхана, и он, по признанию самого автора, написан в качестве предисловия ко второму тому, который посвящен только Амиру Темиру, чтобы показать их родственную связь. По всей видимости, авторам переводов такие близкие родственные отношения двух великих завоевателей мира не были нужны. Все эти результаты и выводы наших исследований по указанным вопросам подтверждены многочисленными документальными материалами из старых иностранных книг и карт. Они легли в основу подготовленной нами книги под названием «Чингисхан» в ноябре 2020 года. Издание будет способствовать духовному возрождению казахской нации, особенно нашей молодежи, станет главным ориентиром и мощным стимулом для превращения Казахстана в сильное государство в будущем. Презентация книги «Чингисхан» прошла 27 ноября 2020 года в Институте истории и этнологии имени Шохана Валиханова в онлайн-режиме с участием президента Национальной академии наук Республики Казахстан Мурата Журинова, известного государственного и общественного деятеля Жахсыбека Куликеева, отечественных и зарубежных ученых из 10 стран. Участники презентации выразили единодушное мнение, что изложенные в книге данные позволят мировому сообществу узнать подлинную правду о тюркских народах и вышедшем из их рядов военном гении и создателе Великой империи Чингисхане. В связи с важностью изложенных данных считаем целесообразно внести на рассмотрение руководства страны следующие предложения. Провести переговоры с руководством Республики Иран с целью возвращения в нашу страну всех архивных материалов. В первую очередь книги Алтын Даптар, касающихся истории тюркских племен и Чингисхана. Создать специальный научно-исследовательский институт для всестороннего и детального изучения Джамик ат-Тауриха, Зафарнама и других книг Средневековья. Повторно издать указанные книги расширенным тиражом, перевести их на ведущие языки мира. Разработать специальную программу по масштабной пропаганде жизни и деятельности Чингисхана, изданию научных работ, учебников для школьников и студентов, созданию музеев, художественных и документальных фильмов, установлению памятников и присвоению его имени городам, улицам и учреждениям.